Министерство внутренних дел СССР докладывает, что многие из чеченцев, прибывших в Чечено-Ингушскую АССР, настойчиво добиваются размещения их в тех селениях и даже домах, в которых они проживали до выселения. На этой почве между ними и местными жителями, аварцами и даргинцами возникают ненормальные взаимоотношения. В селении Максоп Ритлябского района 32 семьи чеченцев были временно размещены в сельском клубе. Секретарь Дагестанского обкома КПСС Т. Сагаев и секретарь Ритлябского райкома КПСС Т. Гасанов попытались разместить чеченцев в домах местных жителей, аварцев. Они, пригласив активистов, обратились к ним с просьбой показать пример и в порядке самоуплотнения поселить у себя по одной чеченской семье. Никто из актива на это не согласился. Попытка поселить одного из чеченцев в пустовавшем доме вызвала возмущение аварцев. Возле этого дома собралось около 100 жителей, которые пытались избить этого чеченца. Избиение было предотвращено сотрудниками управления внутренних дел. После этого толпа аварцев, вооружившись палками, направилась к клубу с требованием вывести чеченцев из селения, угрожая избиением их. По распоряжению Т. Сагаева на следующий день чеченцы из селения Максоп были вывезены. В Новосельском районе чеченцы Джануралиев, Дакаев и Дадаев, находясь в нетрезвом состоянии, встали в дверях Дома культуры и, выражаясь нецензурными словами, не пропускали никого в помещение. При этом они допускали выкрики националистического характера. Один из них обнажил нож и стал угрожать им. Хулиганы арестованы и привлекаются к уголовной ответственности. В Междуреченском районе на дороге между селениями Чкалово и Новая Жизнь бригадир колхоза им. Ленина Даргинец Асхабов, член КПСС, встретив чеченца Посерхаева, обругал последнего и угрожал ему ножом. В тот же день Асхабов, угрожая кинжалом, заявил чеченцу Махмудову, что если чеченцы появятся на базаре в селении Чкалово, то их там перебьют. Асхабов привлекается к уголовной ответственности. Управлением внутренних дел принимаются меры к предотвращению столкновений между местными жителями и прибывшими чеченцами. Стихийное возвращение чеченцев и ингушей в родные места происходило вопреки намеченным планам как по срокам переселения, так и по численности возвращающихся. По данным Госплана ЧАССР, в Казахской и Киргизской ССР к весне 1957 года проживало 415 тысяч чеченцев и ингушей, в Узбекской ССР еще 155 тысяч. Всех их необходимо было расселить на территории ЧАССР, где уже проживало 540 тысяч чол-1 и ТПС. Слдж-рут чкруйки руслдж вики слдж процентов ди 0% 9 си процентов ди 0% би 0% ди 1% 81% ди 1% 81% ди 0% би процентов ди 0% би 2% ди 1% 8 би процентов ди 0% би 5% ди 0% би 1%. Процентов ди 0% би 5% ди 1%, 81% ди 0% би f, процентов ди 0% би процентов ди 1%, 80% ди 1%, 8f процентов ди 0% би 4% ди 0%, бари процентов ди 0%, би 8% ди 0%, би 2% ди 0%. Процентов 93% ди 1%, 80% ди 0%, би процентов ди 0%, би 7% ди 0%, би ди процентов ди 0%, би процентов ди 0%, би си. 1958, от МРЕФРы равно ЧПС, www, /hbd. К началу 1958 года в ЧАССР прибыло 201 746 человек вместо 100 тысяч по плану. При этом около 100 тысяч человек оказались без жилья вследствие закрытия для проживания Галанчожского, Чеберлоевского, Шаройского и большей части Итумкалинского и Шатойского районов. Поселенные в Назрановском и Сунжинском районах грузины и осетины в течение 1957-1958 годов постепенно освободили ингушские дома. В чеченских районах республики, где в сельской местности проживали в основном русские, проблема жилья была гораздо более острой. Распоряжением оргкомитета категорически было запрещено самовольное поселение пребывающих вдали от утвержденных мест расселения и самовольное строительство, но этот запрет не выполнялся. Из прибывших в республику к лету 1957 года чеченских и ингушских семей только 5-я часть была обеспечена жильем, остальные были размещены на подселении, в общественных зданиях или неприспособленных для жилья помещениях.
Большинство же тех, чьи дома не были разрушены в 1944-1957 годах, пытались вернуть их себе силой. На этой почве возникали многочисленные локальные конфликты, вплоть до кровопролития один. Как писал Олег Матвеев, процесс возвращения ссыльных сопровождался резким ростом преступности. За 9 месяцев 1957 года в Грозном было совершено 22 убийства. В первой половине 1958 года по сравнению с аналогичным периодом предыдущего года в целом по ЧАСР количество убийств выросло в 2 раза, разбойных нападений и случаев хулиганства с тяжкими телесными повреждениями в 3 раза. Обычным явлением стали конфликты из-за домов и приусадебных участков, скандалы и групповые драки с применением холодного и огнестрельного оружия. В конце 1957 года в Грозном было зафиксировано распространение листовок антирусского содержания, отмечены нападения чеченской молодежи на учащихся ремесленных училищ и военнослужащих 3. В середине 1958 года численно преобладающее русское и русскоязычное население города Грозного, столицы восстановленной национальной республики и довольно крупного промышленного центра, фактически оказалось в этнически враждебном окружении. Как пишет Евгений Жирнов, впоследствии после беспорядков были приняты решения по ограничению прописки войнахов в Грозном и части Грозненского района. Отсутствие прописки не позволяло устроиться на работу в этих местах, за исключением торговли, строительства и дорожных работ. Таким образом, для горцев оказалось недоступным трудоустройство на квалифицированную, высокооплачиваемую и ответственную работу. На предприятиях нефтедобычи и нефтепереработки, где была высокая зарплата, квартирные фонды и т.д. Среди партийно-хозяйственной номенклатуры была жесткая круговая порука, позволявшая ей игнорировать даже решение ЦК КПСС об исправлении перекосов в национальном вопросе в республике. Чеченцы и ингуши, окончившие Грозненский нефтяной институт, не могли получить распределение на предприятия Чечено-Ингушетии. После окончания строительства Грозненского радиозавода равно 0% BD% D0% B8% D1%, 87% D0% B5% D1%, 81% D0% Бари процентов D0% B8% D0% B9% D0% B7%. Процентов D0% B0% D0% B2% D0% B% D0% B4. Дирекция стала вербовать работников за пределами республики. Выпускник Харьковского радиотехнического института Масуд Баялиев смог устроиться на предприятие только после личного указания председателя Совета министров Чечено-Ингушетии. Войнахские семьи, традиционно состоявшие из 5 и более человек, физически не могли прожить на зарплату сельхозрабочего, составлявшую 60-80 рублей. По этой причине они выезжали на сезонные работы или на постоянное жительство за пределы республики. В 1970-е годы и чеченская шабашка, и чеченско-дагестанское фермерство на государственном уровне были признаны эффективными и полезными с точки зрения развития экономики целых районов. В 1980-е годы каждый 3-й ингуш и 5-й чеченец жили за пределами Чечено-Ингушетии. Ножа ещё ганире калиновде рачана тирон ругям конусинги цоги бакарки рук онголе рачара рук киба ама хадар анир ама хадар ан тому заман садих ама хадаба ва арух худ андава инки чена ро бахани гочар шаза эқодам қавзан хани гочана хавал хаван синта эндасан синге хадусан хебе халста каниро синге горбе эндасан ханханиро هوا كتاغ شيك أباك أخ كجان العودة خور كبيرونه شابك لقيت كشغل ولا تبقى بقوازو لا زحمات كبا بقوام كول ديدا أنا لو بوتن كوتين عندي نزلتو كان سالي لما يوسف سالي ونوجي سالي لقاو واسمع سالي كابون كانوا أخواني الأبدان يشكينو قلوتاني كي تقول كنا خانتون تاركشي Wij toch der als eens gaat er deel zo'n gezeten, zo'n editie. Pidis uit gisteren go daar gelukkig kwam alles is, als je daar nog je niet zo boven borstel om je deelder nog snabber bij je leider. Zeker je heen schaak zo'n zeker. Echt gaan daar kers gewelen, shit nog na eten nu en zo goed gelukkig. Kitchenchi toyol duizelle
بيسات شيستر قودها أغسطس بات صدق نوديله تخول على نوخشي شو تاتقوي انور قكايو إبراهيم بوشين سوات وقست قوري سولش كشا إشتان بقون سوي إنو الإتارق ويتن هالوار ساري شو طبيري سنتي أبرا خسرت واحد يسر سون هندق دوا بيرش شيء سمكنش يتشكولي بالخش سو حجر سير حاجة هشكولي باش بهين سي تات أقاش سون ما تأقاش تات كيتش آدو سو شكولي غورو خسرت وقزالح أروع التخنداسة تنس وولش بخزاستيرت صار شي ماشي ليتر صار أنا سيسن دهلور دوي ماشي كحال نقبات سال تو خزاست أشين ماشي سيسن دهك تو دول دل سيسن دل اشتكيشن تو أشين ماشي نميل شيور شيء نقش باتر يام سوتشول هلا الأيتي مخطية الاشتخل يورا تو ياسي اشتكيشن مخبوز شين وين دات أي دات ياسيج أس يستيبل إش تموبر أسولين شو هيشتغل سأدات هوند إتسوي شو ملشتو ألا تخو أتسي بيسي أقسيسن يوك أتسيلة تين بيري سنتيابر دوئي أقشيل مهولي أتسيلة تين يوكي خنو بيسن إبراهيم ويند أق ديل لهما هينشون هندير دو ما شو هو يردت دقح بات إسولي وجيشين كرز بول هلقش خود أخ إبوس إتسا هيقن شولش دينا ويدن أول سكولي أوتش إتسا هالدوش مدر تدي تسالوس ميت حقلح تا أقروش كسن حويزر تويق إسولي بوي شو دهكا شو ديتا ويهوس مشتو هاجن ويلات عشبولهش تحدا تويق ويستولش هوكيلك هوكل جيم دولة هو يرتر أرا دولة تويق ألا أس وقستق يرت مزوزل شو تصديت برتلشن سيران خود أخ يلخ بوينا تاش بيسياق أو شي بيسياق أس بنشتو خالص دينا خونا شي مشيالوش ميليتي أتن نتشانيك إبراهيم أو فاميلي دقي وصون دواي الكيتشلو دا هيردي تشمادات ماشينش توج ماشينش نزات يوتا إيش تشد بر هارشين تا بها به إشد أس إبراهيم أو تار فاميلي شوخش دا إمسون دك كيسنيو فاميلي أس نتشانيك ميرتاخ إشد بها به تخنين وشين قنيق أرتيه زبيراي سود أخت إقت شنو متر اللوجشي دقلاتس غرج عليك الوهج أو دودين أق حوس بحكن سولي بو إيش صاحله على وجهه شو تشختين شو هن صادش شدو كردو ويش نادي كردو ال أستدين تقول داق يوسولي بقي نحت أق أربعة مصلحتن تخدعدو والها شوت سولش نادا هوش تطوينز داق دا مدات شو صادش شدو كتيلا ياس ميجن دولك تدا تخشين ميليت شين ماشينز ميليتي أستي شيش قوقة أن خسر وقزالة ده وعديك وقزالة حتى اتخيور يعني دكشل بويز قلوا بوس بيتسهلق أتخيز بيتنش ميلسنيرشنا أيغل كوردي تار إيرين شو داغا هار شاش واتشي در شاش ميلي در شاش داور در ويجي توم داسا ده بيت كيات إيش دا هاوسين شولش أورن تخو خسرت بازر يخح تا بيتر هما خلا دوه دلي ويناهن بقي كان هرق اتحال لكن أقصد خسرت أولي بازر يخح تجعله تزيمت أدو خو أشدلش أس خسرت مغشكل وجه أكتاش دوقيت واحد وجه خسرتن أكتاش كردون أولر سارتن اتشح تا سيلش تا تينوش تا أرين ديالات هما دين اتسيجن تداق يوت هو صعب أو يوتش دهكن هلا هينس خاقسون أخ إبيجات سيد ما يقول أولي غورتش تخشيست يقول دهدويتش نخ يخبيله إشتاق شيء يرتبط عنها نخشيج أشي وين نخشيج تخو إتش دو الخزينة خزش
iets din torway alechel bejen shboy is een garadok kuitendag. Sabers sani as aktas is da lecht in os dogs, but sabers bun shishbo. Sad edel agor tun ulotsa woga to iets addichdo. Kartini sem garyajo we beri. Gitsen we beers del do dele. Sona yöyle masana del chantegi yılgı berdel darit. Hins amatsa magachkal wud scheen osha wud khasirt aktash akhwali slewesterin saguban. Bir nog şey beri kesh dahanış. Çiğli keşnişütte itsa. Çak eyhalati hon tek gutsaven ber adam gutsaven itsa. Kartanş olur sen hinze khor كوريو أخين سيجح هو عبد المطيل بوش تنديوش إكانت سير يتصعبي واتر إكانت جيمور إت خيال بوت خلال يشوخ اللح سنانا تنديوشا إشت حال حاجة نقوش أندري أولوك حال حاجة نقوش إكانت ودين تحنيشاش دودي تساوش إتش بلنيتي خريو إتش ألا بانوش بلنيتي خلا أتشا غمكي خلا لوش أهون نانا كيرجي شو حينا كيرجزاي ماتخا أخ شار ألا نوخشي بيرن تحتبليت كيل خنا شاش بالهر دعوة قرو الماش كلاشين بينها أمبو هو كيرجزاي ماتخ بيست مهلح حقوق ترشاك دعوة لأت هندي وش يقينا إبلنيتي يتسيك أنت نانا كيرجزاي مات بيهم كي مات بيديسان تديوش شهم كي يؤردو شاشات أخ ويهينس وش الله دو ويقين دو وين والله بالله سويلر إتش أدم ده أخ ويسيقا خرجنا أرخول قردات وحال ده ديز أل توغا تو حال ده كنت أخ حال ده كن بوت بال يهو ميليسي إن حالسن وجه ديكابرح يهو وحدي كنت أخ خرجر دو غزالي وحدي كن İbisin naht abuhi içer söyle militis. Üç yok sagul bel toz sagul dele. Ak Januari ha ars dele wene gair beko bo şu sanok şu tün çagal o vi en weg hagul lo bo. So jimel dat ahwetten so dawa muslim halor. So ak asna sabrani hin şane pozordatçon hin so en o yerleşon. شون ريز هل إيش واحد شو دلان دلة هدير دويد أخ إيش هذا أحكن هين حني ده بوسر دويلات شون شيء يرت حلوه وريلش ويتحن عير دبوخم شيك حقده يأتي عمديترش سولي ويتحن عير دبوخم دوي شيء حاين هلك هلا شو يحيى قلدلر أخ ويناه أخ يوخ شيء يرتش قبل والله أخ Pirgoş yahüç bakina ve çan ayırdır ve hünehden lul hoydur ider o tuğşare hasır tabo tras tuğşare ne de bal yaset o hadi peça ere yok iç zahmette glorierşun yurtil ve çan ayırdır i muslim dal de alwele iço hayk ol deldat ve na hundir darahat اتحاد تردات حنا عربوهرد и иш дехкар ктохет Троих детей оттуда выгнав и туда садиться к тебе. Очень горя. Мне ничего не... Вам не будет горя. Мне ничего не дам. Вы даже между Клянусь, я свой дом дам себе. Лишь бы ты этих детей не выгнал. Я дам свой дом тебе. Мне не жалко. 75 лет вам грех Ты не лучше будет. ко мне пришел. Какой 70? Мы в чем виноваты? А мы виноваты. А Мы виноваты. А ты думаешь, как будто я виноват, и на нас идете как... Мы что Вы же виноваты. Завоеватель ты. Вы виноваты. Завоеватель. Нельзя. Себе Вы угол найди. виноваты. Не буди. Во всем этом вы виноваты. Ваша нация виновата. Если бы вы на уровне с нашими дедами, братьями, отцами воевали бы, вас бы не выслали бы стали. Вас выслали, здесь пустыри были. Вам Пашану родила первый. Из-за этого я женщину историю учила, я училась. Здесь пустовало, оттуда наших родителей, они в чем виноваты были? Их выслали. Щасливого
Спасибо. Да всего много не так. Спасибо, спасибо. На, держи. Лекте дери зохуй, лекте дери. Сделай еще больше туда. Спасибо. Дорогие наши братья, родные наши, мы приехали поздравить вас с этим радостным праздником. Этот праздник радостен тем, что вы, именно из-за вас мы сидим дома спокойно, учимся, работаем, живем. Это все за то, что вы нас охраняете. Спасибо вам, низкий вам поклон, дорогие мои братья. И еще я хочу передать вам привет от жителей селения Тотурби-Кала и от учащихся Тотурби-Калинской средней школы. И мы преподнесем вам наши гостинцы. С праздником вас, дорогие наши братья! Дорогие ребята, солдаты, от имени жителей древнего селения Эндрей, от имени учащихся Эндрейской средней... Троих детей оттуда выгнать и туда садиться тебе. Очень горя будет. Мне ничего не... Вам не будет горя. Мне ничего не жалко. Вы даже Клянусь, я свой дом дам себе. Лишь бы ты этих детей не выгнал. Я дам свой дом тебе. Мне не жалко. 75 лет вам грех не Ты лучше будет. ко мне пришел. Какой 75? Мы все виноваты. А мы виноваты. А мы виноваты. А ты думаешь, как будто я виноват, и на нас идет, и как... Мы что Вы виноваты. Завоеватель ты. Вы виноваты. Нельзя. Себе Вы угол найди. виноваты. Не буди. Во всем этом вы виноваты. Ваша нация виновата. Если бы вы на уровне с нашими дедами, братьями, отцами воевали бы, вас бы не выслали бы стали. Вас выслали, здесь пустыри были. Вам Паша родила первую. Из-за этого нам... Я женщину историю учила, я училась. Здесь пустовало, оттуда наших родителей. Они в чем виноваты были? Их выслали. То, что в горах аварцы нет, ослофилией занимались или ослозаврством, это лишний раз указывает, что там не было проституции и нету сейчас тоже. Пол Дагестана баб снимается в Дубае, пол Дагестана, и это знает весь Дагестан. И те же самые ваши мужья с ними тусуются, и ваши семейные деньги дают за вот этих шлюх, и оплачивают, и прочее, и вы их палите, и потом вы говорите, что виноваты какие-то другие. Прежде чем видеть чей-то сторис в Дубае, наверное, вам нужно будет закрыть весь поток вылета женского, чтобы блядство дагестанское вот здесь не распространялось. Давайте не будем говорить о том, что какие-то сторисы мои вызывают какой-то дисбаланс у нас в Дагестане. Половина шкур, блядь, дагестанских здесь сидит. О чем вы говорите? Умоляю. Давайте будем выкладывать все страницы, чтобы ваши мужья и ваши жены и прочие видели и знали, сколько кто стоит и кто кого снимает. И готов говорить обо всем прямо, недвусмысленно, в лоб. Махачкала сегодня является неофициальной столицей геев на Кавказе.
То, что у нас, оказывается, в городе есть 2 гей-клуба в центре города. На вид брутальный, там, с бородой, будет иншаллах, машаллах говорить. Но при этом он любит мальчиков. Мы также будем упоминать вот этих людей. Эту сторону никто не упоминает, кроме религиозных деятелей, и то изредка. Знаю тех, кто были ахишками, сегодня они законченные заднеприводные. Чуть ли не 85% девушек лесбиянки, которые прямо сосутся у себя в столовой. И это, еще раз говорю, это и среди спортсменов, именитых спортсменов, среди представителей власти. Наркотики, тот же мефедрон, какую роль играют в этом? Это положение именно где вот это сообщество заднеприводных. Вот, пожалуйста, спортсмены есть. В границах в 1944 году у нас юристов, у нас 10 юристов можно поставить, и ни один, вот 2 человека не говорят от интерпретация. Нет, мы исторических границах мы имеем в виду. Во время съезда, уважаемый депутат Сайдуллаев, вот стенографический этот отчет, стенограмму можно поднять. Он поднял, сказал, мы же вам сказали, внесли поправку, чтобы люди поняли, указать восстановление в границах 1944 года 23 февраля. Нет, опять 2. Вот после этого заявляют на Верховном Совете, одни говорят, это относится, здесь говорят, что это не относится, там говорят, относится. Заблуждение мы вводим друг друга. Нельзя сегодня играть с этими вещами. Вот единственное, что я хотел добавить вот сегодняшнему нашему разговору. О том, что границы, зачем нам? Вот видите, одно важное слово, вот сколько времени у нас. Ваш Умыкский район, как вы сказали, вот сколько времени? Как не вот историк рядом, спросите у него, чьи эти земли станет на своем месте. Не о земле, а людях. Умыкский плоскость, это земли каракульских. Наши братья нам советовать название, что никто вопрос не может решать. Все мы понимаем, что надо создать шариат. Я лично человек, который поддерживает только шариат. Что есть закон о реабилитации, что это самое, сейчас много это говорили, мы не будем. Давайте сегодня решим мирно, дружно, как разрядить обстановку, чтобы люди спокойно жили. Дальше нельзя дальше, вы понимаете? Тут говорят там кумыки, кто-то приходит там, следи-ка там, давай мы будем драться вместе с вами, но это не товарищ, это человек говорит, который не знает, что такое драка, что такое пуля, когда пролетает. Он пришел и сказал, похлопали и ушел. Давайте, мы же все здесь умные, молодежь здесь, вы хоть о молодых подумайте. Давайте как-нибудь спокойно народ распустим, лучше мы спокойной жизни сядем и будем дальше решать. Не признаем шариат, тот, кто не признает шариат, это не мусульмане. Жители окрестных сел. И в беседах с нами они так отвечали на вопрос, почему Радуеву удается так долго держаться. Уже к исходу сегодняшнего дня вмешаться в конфликт попытался один из авторитетов Дагестана, Гаджи Махачев. Он лидер аварского национального движения «Фронт имама Шамиля». Село Первомайское уже сравняли с землей. Следующее уже идет советское, завтра, значит, терешное. Так пойдет и будут уничтожать наши села. От Дагестана ничего не останется. У нас нет, например, надежды, что российская армия может нас спасти, защитить или что-то сделать. Так что мы уж понадеемся на свои силы. Я думаю, не надо подставлять и молодых российских солдат. Пусть они отсюда, значит, делают тоже к себе. А мы сами разберемся с чеченцами. Мы все одной крови, соседи. Если не поймут нормальный язык, значит, что ж, будем, значит, говорить языком оружия. Ну что ж, кажется, этап военного противостояния в Дагестане закончился. И начался новый этап, значительно более сложный и длительный. Этап политических оценок происходящего. Хорошо известен пример, когда, выступая на парламентской ассамблее Совета Европы, он с достоинством защитил честь России, как и подобает истинному горцу и патриоту своей родины. То, что вы говорите здесь, некоторые выступающие, что такие добрые, хорошие чеченцы. Я имею в виду боевики. Что даже здесь они уже чуть ли их не делают героями. Выступление здесь я видел. Они для вас, может, герои, они, может, для вас хорошие. Для нас, для дагестанцев, они бандиты. Бандиты, потому что они уничтожили 1500 мирных граждан Дагестана. Вы забыли 1000 людей, которые издевательски держали собственные тюрьмы, подвалы и знали, в первую очередь, Масхадов и все остальные боевики, которые знали об этом безобразии. Так где же вы были, товарищи, господа? Да, где же вы находились, господа, когда уничтожали Дагестан? Почему вы, товарищи господа, не проявляли голос
Не появляясь заботы, не приехали посты, не обсуждали вопрос о Дагестане. Почему? Таких людей не хватает на российской дипломатии. Я помню самый тяжелый период, это апрельская сессия прошлого года в Страсбурге, когда были исчерпаны все аргументы, и остался последний аргумент. И тогда вышел Держи, и глядя на трибуну, где сидели квакеры, значит, он сказал, спускайтесь вниз. Значит, после этого нанес сокрушительный удар одному из эмиссаров, фамилия Тутаков, после чего дискуссия вошла в необходимое русло. Там свой путь избрал, еще имам Шамиль говорил нам, когда он в Калугу был, значит, в ссылке, когда ему показали карту России и численность народа, он удивился и сказал, слушайте, говорит, если я это до войны знал бы, что столько народу и такая огромная Россия, я, наверное, не воевал бы, говорит. И он завещал нам никогда не ссориться и только дружить с Россией. Сун 44 года Хасандана меттадор сейлбин болнит суна иза битса белла хунда нохчош таган хум дитслуш дат нохчо таг хум дадил шу дикник дадил нохчочу воник дадил нохчочу язин тани история тахда дат таган лаш дянчо лул хос игна катко да йохкал хала язин дат шунез يرتاح يا يوت يترش على يازن داتشوني نخشي بخبار دادين ندش نشلوشوني فتشات يا موخ بيتر حالة واخر خلدات حالة ما تشيش بحير حقيقة كوبي وما تشوش يسروان جرقلوا مدوخ دي الحالة تاخ ما نخشي بخبار داديخكم دول دشنش شين وري ده حدو دول دشنش كوندو ميلدو حاجة حيقل دول ناخ بيز ديغستان شو مصر يرتاح ناخن تاخايد أختار لاش لأن شو نخشوتش دولي الوتشل ولا الغولا يوم نخشوتشن نخشوت دوش ديسلو شوات تغنشين ده يشي شن عديت شوي دعدلي شن ديت يوم تخير شن دقع داتشان جو حال دوقيس نخشوتش إنسان غير وزن قلدعي غيت جيرز دعدل نخشو قيرو مغيرتا نخشو تحني أدمنا تحني تسارنا تحني فتش عنا قوري يبتقوات خطابش ناك إذ كودلا حتير إش قوري يخنبات